В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. 41 новый случай коронавируса выявили в Якутии за сутки. В Якутске торжественно открыли год здоровья. Чемпионат республики по волейболу проходит в столице региона. Игры можно увидеть в прямом эфире. Крупное возгорание произошло в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в поселке Айхал Мирнинского района ночью. На месте происшествия обнаружили фрагменты тела человека. Личность погибшего устанавливается. Также есть двое пострадавших человек, которых доставили в городскую больницу. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров. В результате здание сгорело полностью на общей площади 360 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействовали 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава Государственной противопожарной службы Якутии. Кроме того, прокуратура Удачного организовала проверку по факту происшествия. Российские туристы не смогут прилетать на Кипр с 1 марта. Россия официально занесена Кипрским Минздравом в группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. В список также попали Великобритания, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Статус стран серой группы будет пересматриваться еженедельно. 41 новый случай коронавирусной инфекции выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 32 случая, в Мирнинском районе 4, в Кобяйском, Нерюнгринском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по одному случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2442 исследования на коронавирусную инфекцию. Тем временем глава Якутии Айсан Николаев в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил, что при улучшении эпидемиологической ситуации в конце апреля можно будет полностью снять действующие ограничительные меры в республике. Сегодня Якутия отмечает Национальный день здоровья. Праздник был установлен 15 марта 2000 года. Глава региона Айсан Николаев поздравляет всех якутян с национальным праздником. Он отмечает, что оздоровление жителей республики – это самая главная задача, стоящая на сегодняшний день. В регионе огромные ресурсы направлены на строительство объектов здравоохранения. Особые слова благодарности глава обращает врачам и всем медицинским работникам, которые, жертвуя собой, спасают жизни якутян. Айсан Николаев пожелал всем хорошего настроения, благополучия, удачи и, конечно же, крепкого здоровья. Год здоровья открыли в столице региона. Торжественное мероприятие прошло в Музее «Россия. Моя история», где Министерство здравоохранения презентовало экспозицию лучших региональных практик. Она будет обновляться в течение года и дополняться различной информацией. В рамках Года здоровья в регионе продолжится работа по модернизации и строительству объектов здравоохранения. Также в этом году в ряде районов республики пройдет акция «Волна здоровья», которая охватит многие отдаленные районы Якутии. Мы выезжаем в практически треть, наверное, районов республики. Значит, в этом году мы уже работаем на данный момент в Чурапчинском районе. Далее будем выезжать в Верхоянский район. Будут охвачены, конечно, арктические улусы. Будем выезжать и в промышленные районы. Это Алданский, Нерюнгринский, мы планируем, Ленский. Теперь в Национальный день здоровья Якутии будет заложена новая ежегодная традиция. На якутской телебашне будет включаться иллюминация в честь новорожденных. Сегодня в прямом эфире телеканала «Якутия-24» в 21 час по якутскому времени подсветка примет красный или синий цвет, в зависимости от пола ребенка. Отмечу, что первый ребенок родился сегодня в Хангаласском улусе. В республике родилось 6 детей на 6 утра. На 203-м микрорайоне Якутска в ближайшее время откроют новую школу. Общая площадь трехэтажного здания более 5000 квадратных метров. Она рассчитана на 360 мест, всего в школе 26 кабинетов. На прилегающей территории расположены 2 спортивные площадки. В ближайшее время штатное расписание будет полностью укомплектовано. У школы появится руководство и объект будет открыт. Приемы и зачисление детей в первый класс начнется с 1 апреля.
Правила сдачи выпускных экзаменов упростили в этом году в России. Так, выпускники 9 классов смогут получить аттестаты, сдав лишь 2 обязательных экзамена – русский язык и математику. 11-классникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоит сдать государственные выпускные экзамены также по 2 предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании. А 11-классникам, кто будет поступать в вузы, предстоит сдать ЕГЭ по нужным предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Математика в этот список не входит. Автостраду 50 лет октября и улицу Севастопольская в Якутске временно перекроют сегодня. Ограничение продлится с 13 до 14 часов по местному времени в связи с ремонтными работами в поликлинике Якутской городской больницы номер 2. В Якутске открылся городской форум молодежных инициатив «Твой старт». Его участники обсудили будущие тренды развития города и роль столицы в формировании будущего успешного человека. На открытии побывал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. Приветствуя участников форума, он отметил, что очень важно, чтобы каждый молодой человек смог реализовывать себя в жизни и нашел профессию. Ведь именно молодое поколение является стратегическим ресурсом общества. Средний возраст горожанина 36 лет. И поэтому город не должен быть представлен только в молодежной политике. Город должен стать открытым для молодежи. Основная задача нашего города должна быть направлена на то, чтобы наша молодежь, живущая здесь, могла реализовать себя. Город должен стать конкурентоспособным со всеми городами мира. Мы должны быть наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, чтобы такая молодежь даже не думала уехать отсюда, а реализовывала свой творческий потенциал здесь, в городе. К другим темам. Археологи обнаружили в Помпеях древнеримский экипаж для торжественных выездов. Это весьма редкий артефакт, причем в отличной сохранности, рассказывает Сергей Берец. Прекрасно сохранившуюся четырехколесную повозку обнаружили археологи, ведущие раскопки в Помпеях. Город со всеми жителями был погребен под слоем лавы и пепла в результате извержения вулкана Везувия в 79 году новой эры. Находка совершенно уникальна и не имеет аналогов в Италии. Так оценил открытие Массимо Осанна, который в скором времени покинет пост руководителя археологического парка в Помпеях. Экипаж, сделанный из железа, бронзы и олова, служил для церемониальных выездов. До сих пор исследователям попадались только утилитарные транспортные средства античных времен, например, для перевозки грузов. Этот артефакт был найден рядом с конюшней на древнеримской вилле Чивита Джулиана, примерно в 700 метрах от городской стены. Эта территория находилась в частном владении, и раскопки там начались относительно недавно. Якутск присоединится к челленджу «100 ходов до всемирного фестиваля Go Genius Extreme». Отметим, что в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к 41-му чемпионату мира по Go. Председатель оргкомитета, министр страны по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель наблюдательного совета Российской Федерации Go Виталий Несис дали старт челленджу. Ранее эстафету получили города Хабаровск, Санкт-Петербург и Белгород. Следующие передали столице Якутии и уже завтра сделают ход в Якутске. Отметим, что Всемирный фестиваль Go Genius Extreme стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и он пройдет во Владивостоке. В Якутске проходит чемпионат республики по волейболу среди команд первой лиги. Медали соревнований оспаривают 6 сильнейших составов на площадке Дворца спорта «50 лет Победы». Прямую трансляцию вы можете увидеть сегодня на телеканалах «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт». НВК «Саха» проведет трансляцию с 16 до 18 часов, а на телеканале «Мамонт» турнир можно будет посмотреть с 12:30 до 14:30 и с 16 до 18 часов. Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» показали в Мирном. Прокат стартовал 25 февраля по всей стране. Ленту обсуждают кинокритики, отзывы пишут и российские звезды. Наша съемочная группа решила узнать, в чем феномен «Пугало» и как мирнинцы восприняли мистический сценарий.
Сбитые в колтун волосы, разноцветные валенки, засаленный тулуп. В деревенской знахарке нет ничего женственного и привлекательного. Одним словом, пугало. Бутылка алкоголя – вот ее единственный друг. Каждый односельчанин считает долгом то кинуть в сторону женщины едкую шутку, то плюнуть в спину, то обругать. Но когда в дом приходит беда, все идут к ней, ведь она – целительница. Тема белой вороны, тема самопожертвования, почему человек может отдать свою жизнь ради других. И стала интересна тема вот этого дара, да? Потому что для остальных это дар, для нее проклятие. Несмотря на всероссийскую славу кинокартины, она уже получила главную награду «Кинотавр». Мирнинцев пугало, похоже, в буквальном смысле распугало. В первый день проката кинозал алмазной столицы и наполовину не заполнен. Впечатления от фильма неоднозначные. Расскажите, понравилось вам? Да, нормально. Ожидали чего-то большего или... Я сам не знал, просто вот нечаянно сюда попал. Фильм очень тяжелый и очень жизненный. Вообще очень радует, что у нас в Якутии развивается кинематограф наш и создаются такие уникальные фильмы. Уникальным пугало считают не только мирнинцы, но и российские знатоки. Уровень якутского кинематографа за последние 2 года заметно вырос. Журналист и кинокритик Антон Долин определил для себя главный ингредиент успеха. Есть главный компонент – талант. Талант – это смелость, это не бояться никаких неожиданных решений. Но то, что в Якутии режиссеры и продюсеры не только не боятся этих решений, но не боятся своего зрителя – это что-то невероятное. Пугало собирает в российских кинопрокатах аншлаги. Произойдет ли это среди соотечественников режиссера Дмитрия Давыдова, покажет время. В любом случае, кинокартину стоит посмотреть, будет над чем поразмышлять. В кинотеатрах Алмазной провинции фильм закончит показывать 10 марта. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами. Еще больше новостей на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, носите маски, дезинфицируйте руки и не забывайте соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких. Увидимся в следующем эфире.